Букхане – подкаст о крымско-татарской литературе. Селям алейкум! Вы слушаете второй сезон Букхане – подкаста о крымско-татарской литературе. У микрофона его автор и ведущая Сибия Асанова. Если хотите поддержать наш проект финансово, это можно сделать по реквизитам, указанным в описании. Ну, а мы начинаем. Гостья сегодняшнего эпизода – Айше Кокче. Давайте скорее знакомиться с ней и с очередным крымско-татарским автором. Айше, расскажите немного о себе. Я музейщик. Я всегда с этого начинаю рассказ о себе. Историк, музейщик, хранитель археологической коллекции. Ну и, конечно же, больше, наверное, читатель и мечтатель. А в каком музее вы работаете? В Центральном музее Тавриды. Это один из старейших музеев города. Имеет богатую историю. Вот в 2021 году нашему музею исполнилось 100 лет. Я почему-то воспринимаю это как личное достижение. Я работаю в таком старом музее и вписала свое имя тоже в историю этого учреждения. Почему бы и нет? Да. Большая коллекция, связанная с крымскими татарами, вообще есть в музее Тавриды? Вот, к сожалению, нет, потому что коллекции сильно пострадали в годы оккупации, ну и после депортации, конечно, и поэтому сейчас у нас коллекция этнографии совсем небольшая. Я занимаюсь целенаправленно не этнографической коллекцией, но изучаю биографию Айши Исхаковой, и удалось найти крымско-татарский след в истории музея, скажем так, в истории сотрудников. И поэтому надеюсь, что эту тему буду развивать, и крымско-татарская история музея тоже найдет отражение в будущем в литературе, в трудах каких-то. Машалла, Аллах лайки, Тарасан Сазге. О ком мы сегодня поговорим? Сегодня мы будем говорить о Шамиле Алядине. Это, наверное, самый известный крымско-татарский писатель, после Gasплинского, но и это один из моих самых любимых писателей. Можно сказать, что с него началась моя любовь к крымско-татарской литературе, возрождение крымско-татарскости. Да, я тоже очень люблю Шамиля Алядина, просто потому что его произведения для меня они очень легко читаются. Они написаны таким литературным крымско-татарским языком. И я всегда, когда мне говорят, кого почитать из крымско-татарских авторов, я говорю, читайте Шамиля Алядина, тем более есть и на русском, произведения почитать. Поэтому я тоже очень обрадовалась, когда вы сказали, что мы поговорим о Шамиле Алядине. Давайте сегодня познакомим наших слушателей с этим писателем. Шамиль Сейтович Алядинов, как звучит его настоящее имя, родился 12 июля 1912 года в деревне Махульдур еще говорят. Это сейчас Бахчисарайский район, село Нагорное. К сожалению, того села, которое запомнил и сохранил в своей памяти писатель, уже нет, потому что когда он сам в 90-е годы, он в 94 году вернулся в Крым, и уже в 96-м, к сожалению, его не стало, и вот в этот промежуток он посетил родное село, и, как он описывал в воспоминаниях, он вернулся оттуда очень огорченным, потому что его села уже не было. Но он сохранил его в литературе, что важно. Например, в произведении «Чурачахлар» можно найти следы этого села и воспоминания о нем в Теселе. Шамиль Алядин вообще личность довольно интересная. Первое стихотворение, насколько я помню, он написал в 15 лет. В 27 году, по-моему, оно было посвящено Исмаилу Gasплинскому. «Тан Бульбуль» она называлась, «Соловей рассвета». И, видимо, Исмаил Gasплинский был такой важной личностью, кумиром для него, потому что жизнь, биография Исмаила Gasплинского нашла и отражение в произведении «Приглашение к дьяволу на пир». Позже он начинает публиковаться в различных газетах, журналах. До депортации вышло несколько сборников поэзии.
Интересно, что начав работать в газете, начав литературную деятельность, Шамиль Алядин решил испробовать себя и в прикладном труде, скажем так, и он отправился в Узбекистан, начал чекстрой, работал экскаваторщиком несколько лет, и этот опыт такой нашел отражение и в его романе «Если любишь» позже. Вот интересно, как творческие люди искали вдохновение для своих произведений, скажем так, и вот на личном опыте. Интересно тоже, что вот его деятельность в годы войны, он ушел на фронт, описывается часть этого жизненного пути его в произведении «Я ваш царь и бог». И в 1941 году его на Симферопольском вокзале провожала на фронт его жена Фатьма Аметова, которая была актрисой Крымско-Татарского театра. После ранения он был партизаном в годы войны, и очень трагически сложилась история с депортацией. Он был в командировке как раз 18 мая 1944 года, собирал, искал таланты, скажем так, для ансамбля «Хайтарма». И когда вернулся домой, он не застал уже свою жену в доме, позже был депортирован тоже, и после долгих поисков нашел жену и дочь в очень тяжелом состоянии, умирающими от голода в Узбекистане. И вот это такая вот трагедия всего народа и этой семьи нашла отражение в его произведении «Я ваш царь и бог», которое я тоже очень люблю и считаю одним из лучших произведений и иллюстраций. История депортации, которая коснулась каждой крымско-татарской семьи. Я думаю, что многие читатели могут узнать именно в этой истории похожие истории, которые были в каждой семье. Долгое время после депортации Шамиль Алядин не писал, но потом произошел, как сказать, такой, видимо, переосмысление какое-то. Он от поэзии переходит к прозе, он начинает воспевать Крым, свои воспоминания о Крыме, и мне кажется, это вот удивительное его качество, потому что именно за это я его и люблю, потому что когда я читаю его произведение о додепортационном Крыме, я как будто вижу этот Крым, крымско-татарский Крым, где жили наши предки. Такое ощущение, что в его историях, в его рассказах можно встретить каких-то своих родственников, своих знакомых, и это создает какое-то ощущение такого вот тепла, близости, как будто мы лично знакомы с автором. С 60-х годов больше он активно публикуется. Он начинает деятельность по возрождению крымско-татарской культуры в Узбекистане в депортации. Благодаря ему появляется журнал «Йодас», редактором которого он был, и журнал до сих пор издается уже и в Крыму. Он же воспитал скажем так, он воспитал поколение многих писателей крымско-татарских, которые с теплом его вспоминают. Я помню, как рассказывала о нем Илья Демова, что он очень ответственно подошел к их воспитанию, потому что когда пришло молодое поколение, уже, можно сказать, росшее в депортации, он оценил их таланты, сказал, что это люди очень талантливые, но не владеющие языком. И, как вспоминали потом многие писатели, вот он просто исправлял ошибки в каждом слове, но при этом поддерживал и говорил: вы, конечно, талантливые, но языка не знаете, но с этим надо работать. И, как показывает история литературы, ему удалось воспитать это молодое, новое поколение, которое сейчас уже становится нашими классиками. Стоит отметить, что после депортации крымско-татарская литература, она долгое время не развивалась, да, и начала свое развитие уже в 50-е годы.
И я думаю, что Шамиль Аль-Адин внес весомый вклад. Это тот самый момент, когда знающие люди, умеющие люди, они не клюют молодое поколение, да, а помогают, потому что это все-таки вклад в будущее и в развитие нашей родной литературы. Еще он занимался изданием газеты «Ленин Байрага», тоже как раз-таки в этой редакции он и собирал молодое поколение. Он участвовал в национальном движении. Я читала информацию, что он не был активным участником, скажем так. Он писал письма, то есть его литературный талант как раз-таки помогал национальному движению именно с дипломатической стороны вопроса. Ну и в 1994 году его семья возвращается в Крым. Его дом, кстати, оба дома его сохранились. Он до депортации жил в доме на Жуковского, 20, дом специалистов на 3-м этаже, как он описывал в своих воспоминаниях. А после депортации недалеко от центрального автовокзала сохранился его дом, его библиотека, что особенно приятные воспоминания у меня. Я была в этом доме, видела эту библиотеку, и часто попадаются в книгах фотографии Шамиля Аль-Адина в этой комнате, и это просто такое потрясающее чувство. Не знаю, я надеюсь, когда-нибудь получится создать литературный музей, может, даже именно мемориальный музей Шамиля Аль-Адина, чтобы сохранить эту атмосферу такого патриарха, скажем так, нашей литературы. Его дом, получается, работает как дом-музей сейчас на данном этапе? Или... Нет, там сейчас живут его потомки, но сохранился его кабинет. Там висят портреты, там работы Заремы Трасиновой и других художников. Там его книги, его библиотека и книги, написанные им, это все хранится в этой комнате. То есть это рабочий кабинет, но семья заботится об этой комнате именно как о мемориальной, и поэтому там такая особая атмосфера чувствуется. Я не знаю, есть ли у наших других авторов свои сайты, но у Шамиля Аль-Адина есть свой сайт. Я думаю, что это тоже работа его семьи, да, его близких. На сайте можно почитать его биографию, книги, видео с ним связанные, публикации. Это один из немногих наших писателей, у которого есть свой личный сайт, поэтому я нашим слушателям советую, если вы хотите найти книги Шамиля Аль-Адина в электронном виде, то также можно воспользоваться этим сайтом. Ссылочку мы прикрепим в описании к этому видео. Хочу добавить, что тоже благодарна очень его потомкам, его дочери. Лилия Шамилевна занимается изданием его 6-томного собрания сочинений. И книги, кстати, тоже доступны к покупке. Это те немногие книги, которые издаются ныне, это издает медиацентр Госплинского, и эти книги есть в продаже, в отличие от многих других книг, которые очень тяжело достать, поэтому пока есть возможность, призываю всех скупать эти книги, читать, наслаждаться такой литературой. Учитывая, что многие наши авторы нигде, кроме страниц журнала «Йылдыз» не печатались, то я считаю, что это очень такой хороший шанс, мы живем в хорошее время, когда можно приобрести. У меня, к сожалению, нет этих книг Шамиля Аль-Адина, этих фиолетовые обложки красивеньких, которые сейчас публикуются, но они очень красивые, да, я думаю, что иметь их в своей библиотеке — это такой must-have сейчас. В вашей библиотеке я тоже видела их. Да, я очень жду сейчас 4-й том. Он тоже обещали, что должен быть в этом году, но что-то пока не видно, но очень жду. В любом случае работа ведется, и это, конечно, большой плюс. Книги Шамиля Аль-Адина активно издавались и в Узбекистане. Если есть любители букинистики, то тоже можно найти эти книги. Даже он уже переводился и на русский, и на узбекский языки, и поэтому даже на всяких сайтах можно найти некоторые его русскоязычные издания, что тоже является большой редкостью для крымско-татарской литературы, когда можно так загуглить и купить книгу автора крымско-татарского.
раз уже мы заговорили про переводы, кроме того, что есть переводы Шамиля Алядина, также Шамиль Алядин тоже переводил произведения, в том числе и украинских авторов. Одним из лучших считается его перевод Тараса Шевченко, если я не ошибаюсь. Насколько я помню, он был знаком с украинским писателем Тичиной, был лично знаком, и тот высоко оценивал его деятельность именно как переводчика. Да, я, кстати, тоже знакома с этой информацией, и вот хочу тоже рассказать нашим слушателям, что Шамиль Алядин был признан автором лучшего перевода Тараса Шевченко на тюркские языки, и он даже получил медаль за это. Произошло это во время Всесоюзного съезда писателей в Москве в 1939 году. По воспоминаниям самого Шамиля Алядина, к нему подошел глава Союза писателей Украины Павло Тичина и заговорил с ним на турецком языке. Он проявил удивительную осведомленность о крымско-татарской литературе, деятелях науки, расспрашивал о выдающемся археологе Османе Ахчохрахлы. Я видел ваш перевод завещания Тараса Шевченко. Это стихотворение переведено почти на все языки народов Советского Союза, но многие переводчики ради рифмы и красного словца добавили в этот перевод отсебятины. А ваш перевод наиболее близок к произведению Шевченко. Рифмы и ритм его – это крайне важно. Через несколько часов Шамиля Алядина, который на то время возглавлял Союз писателей Крыма, пригласили в кабинет Союза писателей СССР Александра Фадеева. Там ему торжественно вручили медаль, а позже Павло Тичина продекламировал перевод завещания Шевченко на крымско-татарском с трибуны на съезде писателей. Тарас Шевченко. Vasiyet. Şamil Alədin'in tercümesi. Men Tanrı'ga yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradan'ını bilmeyim men, ak için. Defn eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını, üriyet üzerine süzünüz. Ulu, serbest ailenizde unutmanız meni de, hayriyetli sözünüzde tutunuz эп хатирде. Мне кажется, это такое весомое достижение, что крымско-татарского автора декламировал на крымско-татарском украинский писатель. Да, это вот, конечно, интересное время было, к сожалению, разрушенное Второй мировой войной и депортацией. Ну и вот ведь много сборников поэзии именно было издано в Крыму до депортации Шамиля Алядина, но вот сейчас их тоже очень тяжело найти. В оригинале я еще ни одного не видела. Ну вот тоже такая потеря, скажем так, для истории. Это вот именно то, что тогда активно издавались книги, налаживались какие-то межкультурные связи. И потом это все так было, скажем так, утеряно на некоторое время, и очень жаль. Ну, я думаю, что наши писатели могли бы получить и мировую известность, более широкую известность за рубежом, скажем так. Да, полностью с вами согласна. Я думаю, что депортация, конечно, сыграла очень большую роль в отсутствии, да, мировой известности, и плюс отсутствие качественных переводов крымско-татарских авторов на другие мировые языки. То есть их очень мало. Все-таки известным автором делают его произведения, переведенные, да, на языки других народов мира. Но я думаю, что у нас все впереди. Да, и вот, кстати, говоря о произведении Шамиля Алядина «Приглашение к дьяволу на пир», мне кажется, можно было бы и отлично его экранизировать, потому что это интересный сюжет, это яркие персонажи, и мне кажется, получился бы отличный фильм, который также мог бы принести популярность этому автору. Очень много у нас готовых сценариев в произведениях наших авторов, наших классиков, которые не уступают, да, мировым сейчас экранизациям. Давайте поговорим более детально о его произведениях. Мы сейчас не будем пересказывать, да, дословно произведения, просто можете обозначить какие-то произведения, которые вы обязательно советуете к прочтению, и чем они у вас, например, откликнулись. Ну, первое, конечно же, «Приглашение к дьяволу на пир».
Это и первое произведение автора, с которым я познакомилась. Оно интересное, необычное, яркое, и вот мне кажется, это отличное произведение именно для знакомства и с автором, и с эпохой, и с деятелями истории и культуры, ведь в его произведении появляется и Исмаил Гаспринский, и Абдуришит Медиев, и Усейн Тохтаргазы, который является главным героем. Поэтому это вот обязательно к прочтению. Нравится и малая проза его. Я просто обожаю такие произведения, как «Теселе». Это произведение о гражданской войне в Крыму и как история проходится по одной семье, члены которой оказываются с разных сторон баррикад. Там рассказывается о мужчине, старший сын которого уходит служить в Белую армию, второй сын становится красноармейцем. Все это заканчивается довольно трагично, но при этом это вот роль отца в этом, и как отец это видит, что для него оба сына, на какой бы стороне они ни находились, это его дети и семья в первую очередь. Но и ценно это произведение именно историческим контекстом, который актуален, мне кажется, еще и будет актуален еще долгие годы. Второе мое любимое произведение – это «Именем павшего». Оно также выходило под названием «Чао Шого». Это такое социально-бытовое, я бы сказала, произведение, но там такой неожиданный поворот. И я когда читала, я и радовалась, и плакала вместе с главными героями, и переживала. Это событие происходит уже после войны в Узбекистане там. И главный герой, потерявший на войне сына, вдруг получает сообщение, что сын возвращается домой. И вот как будут разворачиваться события, чем все закончится, я советую всем почитать и узнать самим. И третий рассказ, который я прочитала относительно недавно, это «Родники» Чорачахлар, где события происходят как раз в родной деревне Шамиля Алядина в Мухульдуре. Это и автобиографическое произведение, и в то же время тоже историческое, тоже события гражданской войны, приход советской власти. В общем, очень интересно. И вот если тяжело осилить с первого раза роман, то вот советую начать с этих небольших произведений. На страницах повести Шамиля Алядина очень много, как вы уже сказали, известных крымско-татарских деятелей начала XX века. Это и Исмаил Гаспринский, и Усейн Баданинский, и Ильяс Бараганский, Абдуришит Медиев, Исмаил Люманов и другие. Это тоже отмечают литературоведы, что Шамиль Алядин в своих литературных произведениях упоминал известных крымско-татарских деятелей. Да, это особенно интересно, потому что в его произведениях можно сказать, что исторические деятели выступают и как исторические личности, и при этом как литературные герои. И хотя, конечно, художественное произведение, оно субъективно, оно выражает точку зрения автора, мне кажется, Шамилю Алядину удается настолько ярко передать эти образы, что мы сочувствуем и понимаем каждого из этих персонажей. Можно представить этих деятелей и слова и мысли, которые он вкладывает в их уста, мне кажется, могли бы звучать и в реальности. В общем, можно много говорить, но нужно сказать одно, что обязательно читайте Шамиля Алядина. Если вы хотите познакомиться с крымско-татарской литературой, разбираться в крымско-татарской литературе, то Шамиль Алядин — это must-have, он очень легко читается. Я, конечно, не перечитала все его произведения, я тоже из упомянутых вами одно из моих самых любимых — это «Иблис Нанзиев, это не Адавет» или «Приглашение на пир к дьяволу». Еще очень люблю «Я ваш царь и бог». Если говорить про «Я ваш царь и бог», это произведение интересно тем, что оно передает атмосферу города Симферополя. То есть главный герой, возвращаясь с войны, тут немножко расходится эта линия сюжетная с его биографией. То есть, если Шамиль Алядин вернулся из командировки, то главный герой его произведения
возвращается с войны на Симферопольский ЖД вокзал и идет потом улицами города и описывает улицы, которые действительно сейчас есть в городе, замечает их переименование и приходит в дом, в котором жил Шамиль Алядин действительно до войны, до депортации. Вот это ощущение, что мы смотрим на город взглядом персонажа, и при этом реального человека создает такое ощущение реальности, причастности. Мне кажется, это вот очень здорово, когда в произведении мы можем через произведение видеть какие-то реальные места, по которым ходим сами, часто бываем в этих местах, и можно проникнуться этой атмосферой и самим будто бы стать персонажами произведений. Да, я тоже хочу добавить по этому поводу. Правда, описание не в произведении «Я ваш царь и бог», а в том же «Приглашении на пир к дьяволу», что в этом произведении Шамиль Алядин описывает и другие крымско-татарские населенные пункты, села, такие как Кокос, Айвасиль, село Харджибие, Бахчисарай и другие населенные пункты. И вот через эти его описания, да, в повествовании мы можем иметь представление о том, какими были эти села в то время. Это, мне кажется, тоже очень такой важный источник, да, изучения, может быть, какой-то краеведческой даже информации. Я думаю, что вы, как музейный работник, лучше скажете профессионально об этом, чем я, но мне тоже всегда очень интересно читать вот эти описания. Я люблю описание Крыма Чингиза Дахджи, он, конечно, больше южный берег описывал. Очень люблю я его описание Крыма того времени. Да, ну вот у Чингиза Дахджи Симферополь же довольно часто попадается в произведениях. Я, к сожалению, читала еще немного, но надеюсь это наверстать. Ну да, вот это особенность нашей литературы, мне кажется, и ценность ее особая в том, что авторы, которые жили в Крыму до депортации, которые сохранили воспоминания о Крыме того времени, передают эти воспоминания через литературу, и мы можем довольно ярко это представить, сложить в голове образ, как это было раньше, и увидеть, как это сейчас. И это очень ценно, и действительно произведения перестают быть просто художественными произведениями и становятся именно историческими источниками. Хотя, конечно, все стоит перепроверять, как историк говорю, что нужно опираться в первую очередь на источники документальные, но при этом это личные истории людей, это их взгляд на те события, те времена, и это тоже очень ценно и важно сохранять, знать, отслеживать. И исторические источники нужно перепроверять, что уже говорить о литературных произведениях, да? У нас, к сожалению, не так много источников сохранилось, поэтому приходится опираться и на произведения. Айше, откуда такая любовь к литературе? Немножко отойду от темы нашего подкаста. Мы с Айше лично знакомы, но не очень близко. Первый раз, когда мы увиделись, я забирала книжку из кафе, и вот просто мимо меня проходит девушка и говорит: «Сибия, селям алейкум, а когда следующий выпуск Букхане?» Я удивилась, что у меня в кофейне просто кто-то спросил о проекте Букхане. И я вот всегда вспоминаю эту историю, и у меня с этой историей, конечно же, ассоциируетесь вы. И я говорю, вот у меня есть как минимум один поклонник Букхане точно есть, который ждет. То есть вы у меня всегда ассоциируетесь с человеком читающим, очень любящим литературу, и после каждых литературных мероприятий я всегда жду ваш фидбэк, потому что вы всегда пишете, так сказать, не просто хвалебные оды, всегда пишете по делу. Расскажите о своей любви к литературе. Я не одна такая, которая ждет новые выпуски Букхане, нас таких много, целая компания. Вот, поэтому мы очень рады, когда что-то новенькое выходит, и сразу бежим слушать и потом обсуждать. А моя любовь к литературе появилась еще в детстве. Ну, дома всегда было много книг, у меня читающая семья. Вот, я очень благодарна своим
Раметля Хадбаба и Бита, которые собирали библиотеку, особенно Хадбаба, вот все старые книги, и вот Шамиль Алядина в том числе. Эти коллекции собраны еще в Узбекистане, когда Хадбабам ходил везде, где можно найти крымско-татарских авторов, он их скупал и позже привезли библиотеку в Крым. И я росла в этой атмосфере, шкафы заполненные книгами, моя она учительница литературы, и поэтому тоже перед сном в обед нам читали сказки, истории. Я помню, как Битам всю ночь читала Айдын Ашема трилогию, и потом утром под хаве, под слезы мы все слушали пересказ этих историй. И, видимо, это у меня отложилось еще с тех пор. Правда, в первом классе мне чтение давалось тяжело. Я думала, что я никогда не научусь читать. Я ненавидела уроки чтения. А потом как-то вот буквы начали складываться в слоги, в слова, и пошло, и я с тех пор не могу остановиться. Читаю, покупаю. Хотя вот со вторым стоило бы, наверное, остановиться и уже перестать столько тратить на книги. Но это какая-то особая радость, в этом есть особое удовольствие. Я же себе какое-то время давала слово, пока ты не закончишь непрочитанные книги на своей книжной полке, просто ничего не покупай. Ну, каждый раз, когда я заходила в книжный магазин, я забывала это обещание. Но мне кажется, что скупать крымско-татарские книги, даже если мы не успеваем их читать, нужно, потому что я всегда была голодна на это. Мне всегда казалось, что я просто не успею. Ну, так как все-таки издаваться они начали относительно недавно, и все, что продавалось там у Кевсе Рапте в университете у нас в КИПУ, у Кубединовича, это были старые издания, они были в единичных, чуть ли не в единичных экземплярах, и я когда каждый раз их видела, я думала, мне это нужно, мне это надо. И все, что издавалось на крымско-татарском, потому что, как вы сказали, ваш Харбаба собирал, да, библиотеку, не всем так повезло, к сожалению. У меня, например, не было дома такой библиотеки, хотя мои Бита и Харбаба, они говорят, что мы выписывали и Ленин Байрага, мы выписывали и журнал Юлдыз, и у нас это все было, это все успешно осталось в Узбекистане. Когда мы переезжали, мы, конечно, ничего с собой не взяли. И я как бы сама с нуля начала собирать эту библиотеку. Она у меня небольшая, но она есть. Я помню, как я сама начинала собирать библиотеку крымско-татарской литературы. К сожалению, это произошло довольно поздно. Это я уже начала работать, и вот после Шамиля Алядина во мне проснулась любовь к национальной литературе. И как раз тогда начали издавать собрание сочинений Исмаила Гаспринского. И для меня это тогда были большие деньги, для человека, студента, работавшего на полставки. И я помню, как пришла в магазин Терджиман, увидела первый том, посмотрела цену и расстроенная вышла, иду, льет дождь, и я звоню домой и жалуюсь родителям, что вот появилась книга, это же Гаспринский, и это же вот первый том, это же вот будет целое собрание, и вот так дорого. И тогда баба мне сказал, говорит, знаешь, раньше бы дом продали, а книгу Гаспринского купили. Говорит, иди и купи. Я такая счастливая, в этот дождь побежала, забрала книгу и бежала на работу, прижимая ее к себе. И что интересно, я пришла, сразу похвасталась коллегам, а они листают и говорят, Айше, тут про вас рассказ есть. Думаю, как? Действительно открываю, и там недописанный рассказ Гаспринского назывался «Айше», и там начинается приблизительно с таких слов, что Айше очень любила книги, и все накопленные деньги тратила на них. Я такая, да, это книга про меня, хорошо, что я ее купила. Большая проблема с покупкой книг крымско-татарских, потому что они издаются, медиацентр Гаспринского их издает, но это не коммерческий тираж, и вот для меня большая боль, что очень тяжело купить новые книги. Их раздают по библиотекам, и если не отслеживать, можно даже не узнать, что какая-то книга вышла. Но я охочусь на букинистические издания. Хорошо, что вот у нас есть магазин Таджиман в Казине, где бывают такие книги, которые... Порой книга издана в 2000-е годы, там, 2005 года, а в продаже появляется только сейчас, причем такими большими партиями. Я всегда думаю, где лежат эти книги, мы тут в них нуждаемся, они годами там у кого-то пылятся. И очень радуюсь, когда... это и грустно, в принципе, когда кто-то избавляется от своей библиотеки, приносит ее на продажу.
Грустно, что бывшим владельцам эти книги уже не нужны, но зато очень радостно, что те люди, которые их ищут и ценят, могут их наконец-то найти и получить. И я считаю, что это большие сокровища, особенно вот старые издания, которые еще в Узбекистане издательством Гафура Гуляма издавались, потому что это история нашей литературы, и это большая ценность для нас. Ну, я считаю, что, да, возможно, грустно, что люди избавляются от этих книг, но лучше, пусть они избавляются от них, сдавая их в книжные магазины или на какие-то книжные базары, чем выбрасывают, сжигают, и эти книги будут просто бесследно исчезать. Как бы подарить вторую жизнь книгам — это очень важно сейчас, учитывая, что, как вы говорите, очень сложно даже новые издания достать, потому что не коммерческий тираж, а даже если коммерческий тираж, то тираж всегда обычно небольшой, да, это 500 экземпляров обычно бывает. И действительно, наши книги, они выходят очень дорого. Действительно, не все могут себе позволить купить, например, такую книгу. Это тоже проблема, я считаю. С другой стороны, проблема для авторов печататься, потому что даже те же 500 экземпляров потом очень сложно распродать. И я просто знаю, как много авторов, они просто пишут в стол, и также, так и не публикуют, потому что, просто нет на это, да, финансовой возможности. Это тоже очень грустно. Да, к сожалению, и немногие авторы могут рассчитывать на то, что тираж окупится. И вот 500 экземпляров — это даже большой тираж, я бы сказала, потому что в основном по 300 сейчас выходит, бывает и по 150. Это пару лет назад вот выходила книга «Шапки, фески, шали». Вот, к сожалению, не помню фамилию автора, но там вот тираж 150 экземпляров, и книга, конечно, дорогая, но оно того стоит. Это этнографическое исследование по крымско-татарскому костюму, поэтому тоже она представляет большую ценность. И да, действительно, книги довольно дорого стоят, но вот я очень радуюсь. Я каждую неделю хожу в магазин Терджиман и отслеживаю, какие книги у них остаются на полках, а что раскупается. И недавно вышла детская энциклопедия, и буквально вот за несколько месяцев эта книга стала библиографической редкостью, что меня очень сильно радует. Это значит, что у нас есть надежда, что детям покупают книги, и авторы могут рассчитывать, что их труд не будет пылиться где-то в магазине на полке, а действительно попадет в руки молодого нового поколения, которое, возможно, будет создавать и возрождать нашу культуру дальше. Все начинается с детства, и важно об этом помнить. Поэтому нужно покупать детям книги, нужно покупать книги себе и показывать пример детям на себе. Еще лучше, конечно, их еще и читать. Мне кажется, что на детях у нас не экономят, детям покупают все самое лучшее детям. И сейчас все-таки современные дети живут в хорошее время, так скажем, потому что сейчас появляются очень много детских книжечек, настольные книги на крымско-татарском языке. Много, да, возможностей изучать литературу. Много событий сейчас в Крыму происходит. Как вы расцениваете эти события? Круто ли это? Об их уровне? Потому что за последнее время в Крыму так культурная жизнь стала намного насыщенней. Да, я хочу особенно оценить и отметить Китап-фест, потому что это, наверное, лучшее воспоминание за прошлый год. Я с таким теплом вспоминаю это событие. Это такой праздник для меня был, потому что я тащила книги просто за 2 дня. Я не знаю, сколько мешков книг я утащила оттуда. И это было очень здорово. Я рада, что пользуется популярностью и лекции, такой формат, как лекции. Популярность Эмиля Амита в последнее время меня прям удивляет и радует. Хотя я не могу сказать, что мне понравились произведения этого автора, но мне нравится этот феномен, просто востребованность, что люди кинулись просто читать его книги, в библиотеке их не осталось, в магазинах их спрашивают. Я считаю, что это очень здорово, это значит, что у нас есть запрос на это, но
просто небольшое предложение, но я надеюсь, что будет больше таких лекций, больше литературных встреч. Очень радует хурабье-пати, на которых обсуждаются книги. Это прям тоже большой праздник для меня, когда можно узнать о каких-то новых произведениях, открыть для себя новых авторов, узнать вкусы людей, тебя окружающих, и на этой почве найти какие-то точки соприкосновения. Это очень здорово, я считаю, и надеюсь, что это будет развиваться и все больше и больше радовать и находить своих, скажем так, поклонников таких форматов. Я, конечно, белой завистью завидую всем тем людям, кто побывал на Китап-фест, потому что у меня такой возможности не было. Мне кажется, это был прям настоящий такой праздник литературы, книги, где каждый мог найти себе вообще по душе увлечение. И я, конечно, думаю, надеюсь, что у этой истории есть продолжение многолетнее, в том числе и гвоздь этого фестиваля, так скажем, гвоздь программы — это гараж сейл, да, где можно было купить и журналы, и газеты, и старые книги. По отзывам посетителей фестиваля, многим, конечно, вот именно формат гараж сейла зашел особенно. Да, и очень приятные цены были, стоит это отметить, потому что там, за 100 рублей можно было купить книги, которые сейчас стоят бешеных денег. И это очень здорово. И довольно богатый выбор был литературы. Я отхватила себе даже Рата Хадера, довольно редкий сборник его стихов. Я его потом только один раз видела в магазине. Прям очень здорово, что есть такая возможность приобрести желаемые книги, и еще и в такой приятной атмосфере. Вот эти чемоданы с книгами — это особенно тепло для меня, потому что напоминает о детстве. Вот как раз-таки библиотека из Узбекистана, у моей семьи библиотека переезжала в таких чемоданах, и долгие годы в таких чемоданах хранилась. Поэтому это такое ощущение детства, и очень приятно было это все наблюдать. Хотелось закрыть этот чемоданчик и просто забрать его полностью с собой прям с Китап-феста. Да, и еще и много конкурентов ведь было. Мы там с другом внимательно отслеживали всех конкурентов, хватались за книги, знаете, когда продавец только выкладывает книгу, а ты уже вот стоишь на старте, чтобы ее схватить раньше, чем люди, которые собрались вокруг. Особая атмосфера, особые воспоминания. Мне кажется, если был бы аукцион, там просто были бы драки. Айше, вы посоветовали почитать нашим слушателям, не обязательно из числа крымско-татарской литературы, просто, может быть, топ-5 или топ-3 произведений, рекомендации от вас. В последнее время приобретает популярность тема колониализма, поэтому я рекомендую в первую очередь книгу Эдварда Саида «Ориентализм». Это книга, которая просто меняет весь взгляд на историю, на мир, на сегодняшний день. Не знаю, меня эта книга настолько поразила, настолько изменила мое мировосприятие, что скажу, что ее обязательно нужно прочитать, но при этом быть готовыми, что изменится, все изменится, и многие вещи, которые раньше казались нормальными, привычными, уже такими не будут. Из художественной литературы бытовой, мой любимый роман — это «Унесенные ветром». Я не часто об этом говорю, но действительно его обожаю. Я его прочитала еще в школьные годы и сохранила о нем теплые воспоминания. Это тоже история о людях, о сильных людях, в тяжелые времена, и как люди эти времена переживают. Мне кажется, что на сегодняшний день эта книга многим будет понятна и актуальна. Конечно же, отмечу крымско-татарского автора, это Умер Ипчи и его рассказы. С ними я познакомилась в прошлом году, и это тоже большая любовь в моей жизни после Шамиля Алядина. Тоже довольно простой язык. Я читала именно на крымско-татарском. Это самый большой объем литературы на крымско-татарском, который я осилила уже не в школьные годы, не по школьной программе. И очень рекомендую.
Так, ну я бы, наверное, порекомендовала еще сказки Радлова. Это нужно учесть, что это не детские сказки, но при этом, фильтруя их, детям тоже можно потихоньку давать с детского возраста, так сказать, прививать. Потому что это, скажем так, научно обработанные сказки. Это переведены они Жердевой, если не ошибаюсь. Может, неправильно произношу фамилию, прошу прощения. За это Анастасия Жердева их перевела, книга издана пару лет назад. И интересно, что это сказки, собранные Радловым в конце XIX века по разным регионам Крыма. И вот именно интересно, читая их, отслеживать, какие темы волновали людей в то время и вот в разных регионах. Поэтому я ее очень рекомендую. Мы можем остановиться на этом списке. Я думаю, что 4 позиции, но они довольно-таки обширные. Того же Умера Ипчи. Очень много произведений. Кстати, какое произведение больше всего вам понравилось и запомнилось? Мое любимое его произведение – это «Воспоминания Мазы». Мазанан Фатире Дефтеринден, он называется в оригинале. Это о воспоминаниях белогвардейца, который покидает в Крым, эмигрирует в Турцию. И когда красные пришли к власти после гражданской войны, и вот как меняется его восприятие, его воспоминания, рушатся его надежды, это очень больно и в то же время очень интересно, мне кажется. Меня очень задело это произведение. Я люблю его рассказ «Не птизе». Прям такой, конечно, очень сложный эмоционально, но мне очень нравится, поэтому тоже советую нашим слушателям. Айше, вы сами что-нибудь пишете? Из художественного нет, но пару лет назад, работая в музее, начала вести научную деятельность. И в основном сейчас занимаюсь атрибуцией негативов и историей музея, историей сотрудников музея. И изучаю на данный момент биографию Айши Исхаковой. Это этнограф, сотрудник музея, политический деятель, феминистка, активистка 20-х годов. Вы пишете отзывы, да, так можно сказать, рецензии на прочитанные книги. Это тоже очень интересно. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Чох сагылныз. Я думаю, наши слушатели возьмут очень много интересного из нашей беседы и начнут читать Шамиля Алядина. И мне так интересно стало, когда вы сказали, у нас есть целая компания, которая ждет новых эпизодов, и мы слушаем и обсуждаем. Я думаю, что во время обсуждения будут только положительные отзывы. В любом случае ждем комментарии всех участников вашей компании и не только, всех слушателей. Пишите свои отзывы, комментарии под выпуском. Нам очень важно, очень интересно. Делитесь своими мнениями как о творчестве Шамиля Алядина, так и о культурных и литературных событиях, которые сейчас происходят в Крыму. Я думаю, что организаторам этих событий это тоже очень важно и интересно слышать, такой фидбэк. Вас я благодарю еще раз за нашу беседу. Чох сагылныз. Желаю всегда успешной охоты на редкие крымско-татарские книги и увеличивать свою библиотеку, конечно. Для сагылныз очень буду ждать новых выпусков. Надеюсь, второй сезон будет просто огонь. Так что ждем и надеюсь, что этот проект будет иметь длительное продолжение. Желаю вам удачи и очень-очень ждем новых выпусков, новых гостей и вдохновения на чтение родной литературы и сагылныз за этот проект, потому что это очень-очень круто и очень популяризирует нашу литературу и культуру сагылныз. Сізді чох сагылныз. Букхане. Подкаст о крымско-татарской литературе.